Сразу два случая заболевания туберкулезом зафиксировали в школах Якутска. Наш корреспондент Лана Ильина выяснила, можно ли родителям быть уверенными в безопасности, отправляя ребенка учиться. В одной из столичных школ выявлено заболевание туберкулезом сразу у двух учащихся. В первом случае болезнь уже перешла в открытую форму. Две наши девочки, которая заболела и которая следом заболела. Но как только та заболела, сразу и вторую девочку туда положили в больницу. Они упустили. Ребенок часто болеющий был. И когда тут манту делали, ребенок постоянно отсутствовал и постоянно болел. В Роспотребнадзоре нам сказали, что случай этот единичный, а источник опасной инфекции – семья, то есть очаг заболевания именно дома, а не в школе. В школе два случая зарегистрированы. Это семейный очаг. По этим случаям все мероприятия проведены в классе и в школах. Учителя, дети все обследованы, все прошли ФЛГ, рентген, диаскин-тест, манту прошли, и новых случаев не зарегистрировано. По словам специалистов, контактные лица обследования сейчас находятся под контролем. В целом ситуация с заболеваемостью туберкулезом в республике крайне напряженная. Очень много случаев, когда болезнь выявляет на поздней стадии. В группе риска подростки. Организм растет, требует много витаминов, а школьники зачастую едят на ходу и увлекаются фастфудом. Подростки у нас болеют как взрослые. Почему? Потому что они тоже зависимы. Это социальная болезнь, инфекционная болезнь, поэтому она передается от больных людей, от бациллярных людей. И из контактов дети чаще всего заболевают. Первый год 10% детей. В республике Саха-Якутия заболеваемость детей в 2 раза больше, чем по России. Важно не забывать и об элементарных мерах профилактики. Мыть руки и лицо сразу после того, как пришли с улицы, проходить раз в год флюорографию, содержать дом в чистоте и укреплять здоровье. Лана Ильина, Павел Пахомов, Якутск.